Здравствуйте, дорогие дети! Я вас поздравляю с наступлением четвертой четверти. Желаю вам удачи в дистанционном обучении. В этой четверти мы с вами изучим раздел «Музыка нашей жизни». В этом разделе мы познакомимся с интеллектуальной музыкой, с музыкой для души и отдыха, с музыкой и технологией, с озвучиванием и музыкальным оформлением. Из музыкальной грамоты мы с вами узнаем, что такое технологии, программы и как они связаны с музыкой, а также узнаем значение слова саундтрек. Итак, тема сегодняшнего урока – интеллектуальная музыка. Сегодня мы с вами познакомимся с интеллектуальной музыкой, узнаем о творчестве Абая Кунанбаева и Даулеткерея Шигайуллы, послушаем и будем петь песню Абая. Также мы с вами послушаем кюи Даулеткерея и повторим некоторую терминологию, которая связана с данным уроком. Абай Кунанбаев – выдающийся письменный поэт, философ и композитор конца 19-го, начала 20 века, автор 28 песен и 3 кюев. Абай Ибрагим Кунанбаев родился в 1845 году в семье зажиточного именитого ага султана Кунанбая Хажы. Получил азы грамоты у аулного муллы Габитхана. Далее продолжал образование в Семипалатинском медресе имамы Ризы. Одновременно учился в русской приходской школе. Уже с ранних лет Абай Кунанбаев увлекался арабо-персидской литературой, что повлекло за собой первые поэтические сочинения в подражание Хазифу, Физули, Наваи, Сахди и другие. Абай с детства знакомится с классической восточной поэзией, читая сочинения на арабском, персидском, турецком и чагатайском языках. А уже с 1858 года участвует в управленческих делах округа. С 1870 года по 1978 года был избран старшим султаном. Абай был знаком с западной и русской классической литературой, поэзией и философией, с научными трудами Гёте, Байрона, Спенсера, Спинозы, Дарвина, Ассета, Бржана, а также ученики и последователи поэта Мухамеджан Майбасаров, выходец из рода Уак, певец Каражанов, игравший на домбре и скрипке, сыбызгист Киязбай из рода Тобыкты, певец Алмагамбет Капсалямов, владевший также скрипкой, и сыновья поэта Акылбай, Магауя, Тарагуль придерживались абаевского взгляда на слушание, исполнение и сочинение совершенной песни. Вам следует запомнить, что главное свойство песни, считал Абай, это ее содержательность и глубина слова. Вот почему песни Абая исполняются спокойным, мягким тембром в неторопливом темпе. Они написаны в новых поэтических размерах, восьмистишья и шестистишья. А сейчас мы с вами послушаем песню Абая «Сиегызаяк». Но сначала я вам объясню, почему песня называется именно «Сиегызаяк». Сиегызаяк, по-другому, это восьмистишье, в котором каждая строфа состоит из 8 строк. Восьмистишья – короткие пятисложные и длинные 7-8сложные строки сменяются друг друга в строго установленном порядке. Давайте послушаем Абай Кунанбаев «Сиегызаяк». Исполняет Бекболат Левхан. Жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған
қиуадан шауып қисынын тауып тағына жетіп қайырған толғау тоқсан қызыл тел сөйлеймін десең өзің бел өткірдің жүзі кестенің біз ай өрнегін сүздей салалмас білгенге маржан білмеске барзан надандар бәһрә болалмас қиналма бекер тілдімен жауып көңілсіз құлақ ой құлақ болмасын кекшел болсайшы көпшіл жанаямай кәсіп қыл орынсыз ыржаң болымсыз қылжаң болама дәулет нәсіп бол еңбек етсең ерінбей тояды барның тіленбей қойнайды ғанең ашиды жанең мінезденең көргенде жігерлен сілкін қайраттан беркін деп насихат бергендей ұятсыз арсыз салтынан айғалығып та кетер артынан бергісі мыңға жүзгісі сұмға әлі жетер заман жоқ қадірлі басым қайратты жасым айғаймен кетті амал жоқ болмасқа болып қара тер айғорлықпен өтті бұл өмір оттысы шапты жаяу қапты қайырлып сөзде кім ұқсын іште дерт қалың ауыздан жалын бұрқ өтіп көзден жас шықсын күйдірген соң шыдатпай ай қояды ау мекен жылатпай атадан алтау анадан төртеу жалғыздық көрер жерім жоқ ағайым бек көп айтамын ептеп сөзімді алуғар елім жоқ моласындай бақсын ең ай жалғыз қалдым тапшын Следующий композитор, с которым мы познакомимся, это Давлеткерей Шигайұлы. Но прежде чем познакомимся с этим композитором, давайте вспомним, что такое күй. И мы с вами вспомним два вида кюя. Күй, ребята, это инструментальное произведение казахского народа, который в основном исполняется на инструментах домбра, кобыз и сыбызы, а также и на других музыкальных инструментах. Существует два разновидности кюя. Это токпе кюи и шерпе кюи. Токпе кюи – разновидность кюя, который распространен в Западном Казахстане. Основная особенность кюя токпе в том, что он играется всей кистью по очередно перебором струн большими указательными пальцами. То есть по-другому можно сказать с боем. А шерпе кюй – разновидность кюя, при котором звук извлекается шелсковой манерой игры, распространен в Центральном, Восточном и Южном Казахстане, а также в Алматинском, Жетысу и Жамбылских областях. То есть шерпе кюй, проще говоря, исполняется перебором пальцев. Итак, Давлеткерей Шигайұлы – одна из ярких и выдающихся личностей западной школы кюя. Родился в 1820 году в местечке Карамола Ордынского района, бывшей Уральской области.
В народе Давлеткерей широко известен под именем Бабас Күйші. Давлеткерей – родоначальник лирико-философских кюев Токпе, которые воплотились в таких его шедеврах, как Кюи, Топан, безбрежный топот, Өттін дүние, О, прошла жизнь, Жігер, внутренняя духовная энергия, а также в галерее женских портретов, созданных в кюях Женгем Сүйер, любимая старшая невестка, Каражан ханым, Кыз Ақжелен и другие. Давлеткерей был известен как справедливый правитель рода Ноғайлы. В 1859-60 году он был приглашен на коронацию русского царя Александра II как почетный гость, тем самым выполнил дипломатическую миссию. А теперь мы с вами послушаем кюй Давлеткерея «Жігер».
давайте послушаем этот күй «Жигер» в исполнении оркестра Курмангасы. Как вы знаете, в оркестре много музыкальных инструментов. Следовательно, в оркестре много разных тембров. Каждый музыкальный инструмент имеет свою окраску звука. И благодаря этому оркестр способен более лучше передавать замыслы композитора, более лучше раскрывать внутреннее содержание произведения. И как вы уже слышите, этот күй «Жигер» в исполнении оркестра зазвучал намного ярче, намного красочнее. Так, ребята,
Наша теоретическая часть урока подошла к концу. Если вам что-то будет непонятно, пересмотрите данное видео. А сейчас мы будем слушать песню Абая «Айтым Салем Каламкас». Шлю поклон свой Каламкас. Каламкас переводится как чернобровая. Калам – перо, кас – бровь. Айтым сәлем Каламкас, саған құрбан мал мен бас сағынғаннан сені ойлап келер көзден ыстық жас. Сенен артық жан тумас, туса туар артылмас бір өзіңнен басқаға ынтықтығым айтылмас. Асыл адам айнымас, бір бетінен қайрылмас, көрмесем де көрсем де көңілім сенен айрылмас. Көрмесем де көрсем де көңілім сенен айрылмас. На этом наш урок подошел к концу. Берегите себя. До свидания, дети.